Человек может притворяться влюбленным по разным причинам, но чаще всего это происходит тогда, когда он преследует какую-нибудь конкретную цель, будь то финансовая выгода, жажда интимной близости или стремление решить вопрос в свою пользу. Но для второго, обманутого человека, все происходящее видится более чем серьезно. И чем дальше заходит такая игра в чувства, тем чудовищнее может оказаться развязка сложившейся ситуации. Дело Бренды Микаэла Гордильо всколыхнуло всю Аргентину своей необъяснимой жестокостью. Никто не мог даже предположить, что едва начавшийся ненавязчивый любовный роман между студентами может обернуться настоящей трагедией. Уроженка аргентинской провинции Катамарка Бренда Микаэла Гордильо появилась на свет в 1995 году, 16 мая. Она являлась младшей из 3 детей и единственной дочерью в простой семье среднего достатка. Девочка воспитывалась вместе с 2 старшими братьями, Иваном и Федерико, которые всячески оберегали ее и защищали. Также она всегда была очень близка со своей матерью, Флоренцией. Бренда хорошо училась в школе, считалась ответственной, организованной и целеустремленной. Она любила находиться в центре внимания, легко находила со всеми общий язык, избегала конфликтных ситуаций и все спорные вопросы решала мирным путем. Поэтому неудивительно, что она еще в старших классах решила связать свою жизнь с психологией, дабы помогать людям. После окончания школы Бренда поступила в престижный столичный университет на факультет психологии, избрав для себя специализацию «Психология переговоров и разрешения конфликтов». Вскоре она попала в число лучших студентов на потоке, и преподаватели пророчили ей блестящую карьеру на этом поприще. Девушка планировала остаться в столице и искать работу здесь, но все изменило произошедшее в ее семье печальное событие. Когда Бренда училась на предпоследнем курсе, однажды вечером ей позвонил брат и сообщил о том, что их отец скоропостижно скончался от сердечного приступа. Для всей семьи это стало огромным потрясением, особенно для матери, которая теперь осталась одна в семейном доме. К тому времени старшие сыновья уже были женаты и жили отдельно, а дочь училась в Буэнос-Айресе. После защиты диплома Бренда вернулась в родную провинцию Катамарка и стала жить в родительском доме вместе с матерью, потому как не могла оставить ее одну. Она устроилась работать, а параллельно решила получить еще одно образование в сфере юриспруденции, поступив в местный университет. Вновь погрузившись в студенческую жизнь, девушка обзавелась новыми друзьями, в числе которых оказался юноша по имени Наим Вера. Наим Вера родился в 1999 году, 11 июня в Катамарке, и был младшим из 2 сыновей в довольно известной и состоятельной семье выдающихся врачей. Его отец являлся ведущим кардиохирургом, а мама была педиатром и вела частную практику. Мальчик рос вместе со старшим родным братом по имени Хайме и являлся его полной противоположностью. Родители старались дать своим сыновьям все самое лучшее, но если Хайме стремился к знаниям и мечтал пойти по стопам родителей, став врачом, то Наим с ранних лет был ленив, заносчив и эгоистичен. Мальчик обладал эффектной внешностью, занимался спортом и носил только брендовые вещи. Он умел произвести впечатление на окружающих, а девчонки в школе буквально сходили по нему с ума. В старших классах Наим впервые попробовал запрещенные вещества и начал с ними экспериментировать. Он постоянно попадал в неприятности, но ему все сходило с рук. Парень рос самым настоящим нарциссом, высокомерным и агрессивным. За ним тянулась целая вереница отвратительных историй, связанных с буллингом, побоями, домогательствами и неконтролируемой яростью. В 2018 году Наим окончил школу и решил, что называется, взяться за ум, оставив позади прежнюю жизнь с глупыми и необдуманными поступками. Он прошел курс лечения от зависимости и смог поступить в университет на факультет юриспруденции. Там молодой человек вскоре познакомился с Брендой, которая сразу ему приглянулась. Бренде тоже с первого взгляда понравился этот симпатичный, дерзкий и напористый юноша. На момент их знакомства ей было 23 года, а ему едва исполнилось 19 лет. Но, несмотря на такую заметную разницу в возрасте, девушка ответила взаимностью на знаки внимания с его стороны. В первый же день
Они допоздна засиделись в баре, а после отправились в квартиру, принадлежащую родителям Наима, от которой у него имелись ключи. Там между ними произошла интимная близость, и с тех пор молодые люди стали встречаться регулярно. Впервые в жизни Бренда по-настоящему влюбилась и буквально порхала от счастья. Это заметили все ее друзья и родные, но никто из них не видел загадочного избранника девушки, хотя она постоянно о нем говорила. Матери и брату студентка показала лишь фотографии Наима в социальных сетях, отметив, что это ее будущий жених. Время шло, однако парень вовсе не торопился знакомить Бренду со своими родственниками и друзьями. Они встречались все в той же квартире, где приятно проводили время, но больше нигде не появлялись вместе как пара. Это было очень странно. Однако девушка считала, что возлюбленному просто нужно немного больше времени. А еще она опасалась, что Наим стыдится знакомить ее с близкими из-за разницы в возрасте. Встречи продолжались, но все так же носили секретный характер. Тем не менее, каждый раз, когда Наим звал Бренду на свидание, она бежала к нему, не раздумывая. Такой тайный роман длился около полугода, и за это время юноша заметно охладел к своей любовнице, но она не хотела этого замечать. Однажды Бренде позвонили с незнакомого номера, и некий парень, представившийся кузеном Наима, предупредил ее о том, чтобы она была осторожна. Он рассказал, что Наим склонен к агрессии, и если бы не его состоятельные родители, тот уже давно угодил бы в тюрьму за все, что натворил. Незнакомец советовал девушке прекратить эти отношения, пока не поздно, но она его не послушала. В середине февраля 2019 года Бренда неожиданно поняла, что беременна. Для девушки это событие оказалось полной неожиданностью. Однако она, несмотря ни на что, была очень рада. Студентка решила, что новость о грядущем пополнении подтолкнет ее парня к более решительным действиям, и он отважится сделать ей предложение. Во время очередной их встречи Бренда обо всем рассказала Наиму, но тот сначала опешил, а после впал в ярость. Он сказал, что не готов становиться отцом, что появление ребенка не входит в его ближайшие планы, и стал требовать, чтобы Бренда незамедлительно прервала беременность, обещая все оплатить. Однако студентка наотрез отказалась выполнять требования бойфренда, отметив, что имеет определенные проблемы со здоровьем, и то, что она станет матерью, это настоящее чудо. Пара сильно поссорилась, а Наим даже сказал девушке, что им лучше полностью прекратить всякие отношения. Какое-то время они действительно не виделись, но продолжали переписываться в социальных сетях. Бренда в тот период призналась подруге, что безумно скучает по нему и искренне надеется на их воссоединение. Также она говорила, что еще никогда и никого так сильно не любила. Когда в конце февраля Наим все же позвонил девушке и предложил встретиться, чтобы все спокойно обсудить, она была невероятно счастлива и решила, что тот передумал. Она поделилась своими мыслями и переживаниями с близкой подругой, и та поддержала ее. Итак, встреча была назначена на поздний вечер, 28 февраля 2019 года. В тот день Бренда была приглашена на день рождения своей сокурсницы, но после праздника она поехала в квартиру Наима, откуда больше уже не вышла. На следующий день, в пятницу, 1 марта, Бренда не появилась на занятиях в университете, хотя раньше она без уважительной причины никогда не пропускала лекции. Теперь же до нее никто не мог дозвониться, и никто понятия не имел, где девушка находилась. Мать Бренды знала о вечеринке, дочь также предупредила ее о том, что не придет ночевать, но не уточнила, останется она у подруги или у бойфренда. Утром студентка сразу же планировала отправиться на занятия, не заезжая домой, поэтому женщина не сразу обеспокоилась и узнала об исчезновении Бренды только во второй половине дня, когда ей позвонили из университета. Друзья и родные незамедлительно начали поиски девушки. Все понимали, что она не могла вот так просто исчезнуть, никому ничего не сказав. Однако на тот момент еще оставалась надежда на то, что она попросту потеряла счет времени рядом со своим парнем. Пока близкие обзванивали всех, желая узнать хоть что-то о судьбе Бренды, произошло еще одно событие, в корне изменившее ситуацию. Все надежды на благоприятный исход рухнули в одно мгновение. Студентка была мертва.
Утром 1 марта 2019 года в отделение полиции Катамарки пришел Наим Вера в сопровождении своего отца и 2 адвокатов. Юноша заявил, что хочет сделать признание и рассказать о случившейся прошлой ночью трагедии. Его отвели в комнату для допросов, где парень поделился шокирующей историей. Наим выглядел расстроенным, но держался спокойно и уверенно. Он поведал, что вечером накануне договорился встретиться в принадлежащей ему квартире со своей приятельницей для интимной близости. По его словам, они периодически проводили так время вместе, но без каких-либо обязательств или претензий. Однако в эту ночь между ними возникла серьезная перепалка, и он попросил девушку немедленно уйти. Квартира, в которой встречалась парочка, была двухуровневой, и внутри имелась лестница. Якобы в пылу ссоры Бренда сделала шаг назад, оступилась и кубарем скатилась вниз по ступеням. Наим утверждал, что пытался ее поймать, но не успел, а когда подбежал к ней, понял, что девушка не дышит. Он попытался оказать ей первую помощь, однако все было безрезультатно, потому как Бренда при падении сломала шею. Наим запаниковал и понял, что его могут обвинить в убийстве, а поэтому быстро решил избавиться от тела. Он не придумал ничего лучше, чем попытаться сжечь его на большом гриле, стоявшем на террасе. В шкафу была жидкость для розжига, которой парень облил труп и поднес спичку. Все вспыхнуло мгновенно, но пламя поднималось слишком высоко, а удушающий дым мог привлечь внимание соседей. Вскоре из соседней квартиры выглянул мужчина, который был удивлен тем, что кто-то жарит мясо посреди ночи. Однако парень, взглянув на него, поздоровался и дружелюбно помахал рукой. Впоследствии на суде тот мужчина выступал в качестве свидетеля и утверждал, что Наим выглядел абсолютно спокойным, даже довольным. Сосед не заподозрил ничего плохого и не стал вызывать полицию. Вскоре юноша осознал, что гриль – это не крематорий, и полностью уничтожить тело ему не удастся. Тогда он перенес останки обратно в квартиру и отделил нижнюю часть тела от верхней с помощью большого ножа. Затем упаковал все в мусорные мешки, уложил в коробки и вывез на своей машине, не имея конкретного плана по их утилизации. Нижнюю часть тела парень просто выбросил в мусорные баки, которые попались ему по пути, а верхнюю часть тела отвез за город и бросил в неглубокий овраг, расположенный в паре десятков метров от дороги, присыпав сверху землей, ветками и мусором. Когда он вернулся в машину, то едва не был задержан проезжавшими мимо патрульными. Они остановились, чтобы узнать, почему машина припаркована у обочины, но Наим выкрутился, соврав, что ему позвонила девушка, и он встал на обочине, чтобы поговорить. Вернувшись обратно в квартиру, преступник принялся уничтожать улики, но, увидев, какой там царит беспорядок, понял, что одному ему не справиться. Он решил обратиться за помощью к своему кузену. Позвонил ему и честно рассказал о случившемся. Парень не поверил, решив, что родственник снова стал употреблять запрещенные препараты. Однако, немного поразмыслив, он позвонил дяде, отцу Наима, и рассказал ему обо всем. Далее ситуацию в свои руки взял Вера-старший, который, проконсультировавшись с юристами, заставил сына прийти в полицию с повинной, надеясь на смягчение наказания. Наим сам указал места, в которых он избавился от останков. Более того, когда он выбрасывал мешки в контейнер, то попал вместе со своей машиной в объектив камеры видеонаблюдения, расположенной на соседнем здании. Так что никаких сомнений в том, кто именно привез части тела, не возникло бы, даже если преступник вздумал бы отказаться от своих слов. Вторую жуткую коробку нашли за городом во овраге, и все фрагменты тела незамедлительно доставили судмедэкспертам для проведения экспертиз. Однако вскрытие показало совершенно неожиданные результаты, которые в корне отличались от версии, изложенной Наимом. Несмотря на то, что останки сильно обгорели, а после тело еще и расчленили, никаких повреждений, характерных для падения с лестницы, обнаружить так и не удалось. У девушки не было переломов или обширных гематом, а ее шея оказалась вовсе не сломана, как утверждал Наим. Гортань жертвы была буквально раздавлена, причем сделано это было голыми руками. Именно механическая асфиксия и стала причиной смерти Бренды.
Но и это оказалось еще не все. В ротовой полости жертвы обнаружили частицы волокон ткани. Как позже выяснилось, это были волокна шарфа девушки. То есть преступник засунул ей в рот кляп, прежде чем задушить. К слову, на руках Наима виднелись свежие царапины, указывающие на то, что жертва отчаянно сопротивлялась и боролась за свою жизнь. Все улики буквально кричали о том, что парень жестоко и безжалостно расправился со своей гостьей. Сразу, как только родным и друзьям Бренды сообщили о произошедшей трагедии, всплыла информация о беременности девушки, о которой Наим предпочел умолчать. Когда полицейские спросили у него об этом напрямую, тот признался, что последние несколько недель Бренда шантажировала его ребенком. По словам парня, их общение с погибшей ограничивалось периодическими интимными встречами, но не носили романтический характер. Какое-то развитие отношений не входило в их планы, а уж тем более беременность. Но когда это случилось, он тут же предложил оплатить аборт. Однако девушка наотрез отказалась, из-за чего они поссорились. В ночь трагедии между ними снова вспыхнул скандал по этому поводу. И на сей раз Бренда не просто настаивала на сохранении ребенка, но и стала требовать, чтобы Наим женился на ней, отчего парень впал в ярость и задушил несчастную. Однако во всей этой истории имелось одно несоответствие. Вскрытие не выявило у погибшей никакой беременности, так что, возможно, она действительно шантажировала молодого состоятельного любовника, желая выйти за него замуж. Стремясь разобраться в сложившейся ситуации, детективы копнули еще глубже и выяснили, что Бренда, оказывается, вообще не могла иметь детей по медицинским показаниям. Свой неутешительный диагноз девушка узнала еще в подростковом возрасте. Но зачем она соврала Наиму? Виргиния, близкая подруга убитой, во время очередной беседы с детективами рассказала о том, что Бренда некоторое время назад действительно решила, что беременна. У нее была задержка, она чувствовала все симптомы и искренне радовалась тому, что врачи поставили ей ошибочный диагноз. Но когда девушка поделилась радостью со своим парнем, тот даже слушать ничего не захотел о ребенке, а просто заявил о разрыве отношений. Новостью о предполагаемой беременности Бренда поделилась только с двумя ближайшими подругами. Она даже не успела сходить к врачу, чтобы узнать наверняка, и ни о чем не сказала своей матери. По мнению Виргинии, Бренда никого не собиралась обманывать или шантажировать. Она действительно сама верила в то, что ждет ребенка, и строила планы на будущее с Наимом. Наим Вира был арестован в тот же день, когда сдался правоохранителям и рассказал свою версию трагических событий. Однако парень настаивал на том, что все случившееся являлось несчастным случаем. Сам он пребывал в шоковом состоянии, поэтому не позвонил в скорую и полицию и решил избавиться от тела столь ужасным, варварским способом. Но самое главное, молодой человек утверждал, что их с Брендой не связывало ничего, кроме интимной близости. Все дело в том, что по законам Аргентины убийство, которое было совершено в рамках семейных или романтических отношений, квалифицируется как преступление, имеющее отягчающие обстоятельства. В такой ситуации считается, что человек находится в уязвимом состоянии, ведь он доверяет своему партнеру, не чувствует исходящей от него опасности, а инстинкт самосохранения притупляется. В том случае, если в суде будет доказано, что жертва и преступник состояли в отношениях, парню грозило суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Если же он сможет убедить судей в том, что они с Брендой были чужими людьми и ничего кроме интима без обязательств их не связывало, то ему грозило не более 15 лет лишения свободы. По этой причине Наим и адвокаты, нанятые его отцом, всеми силами старались доказать отсутствие каких-либо близких отношений между обвиняемым и убитой. В качестве аргументов они приводили те факты, что пара ни разу нигде не появлялась вместе, у них не было даже совместных фотографий, они не знакомили друг друга с членами своих семей и друзьями. Вот только друзья и родные Бренды утверждали, что девушка была по-настоящему влюблена в парня и считала эти чувства взаимными. Она не хотела на него давить, поэтому не настаивала на знакомстве с родителями, считая, что ему просто нужно немного больше времени, чем ей.
Один из сокурсников Наима рассказал, что тот не воспринимал отношения с девушкой всерьез, и ему просто нравилось проводить с ней время. Но по сути он банально морочил ей голову, давая ложную надежду. Когда же она сообщила о беременности, парень буквально запаниковал и хотел любым способом избавиться от этой проблемы. Более того, за неделю до трагедии он обратился к своему двоюродному брату с просьбой найти кого-то, кто согласится убить человека за деньги. Брат списал все на депрессию, а также бредовые фантазии парня и осознал всю серьезность ситуации лишь тогда, когда тот позвонил ему среди ночи с просьбой помочь скрыть следы преступления. Члены семьи Вера публично принесли свои соболезнования близким погибшей девушке, утверждая, что эта трагедия разрушила и их жизни тоже. Однако адвокаты Наима продолжали делать все возможное, чтобы оправдать своего подзащитного и минимизировать его вину. Они пытались выставить преступника в качестве жертвы, утверждая, что Бренда преследовала его и шантажировала несуществующей беременностью, пытаясь заставить его жениться на ней. Якобы она преследовала свои корыстные мотивы и видела в любовнике перспективного богатого мужа. Сам Наим старался списать свои действия на состояние аффекта и шок, но ему это так и не удалось сделать. Все дело в том, что еще на первом допросе он в мельчайших деталях рассказывал, как избавлялся от тела девушки, но едва ли он бы запомнил это, если бы действительно был шокирован. К тому же сосед, видевший его на террасе у гриля, отметил, что парень был совершенно спокоен, поприветствовал его и даже помахал рукой, словно ничего особенного не происходило. Психиатрическая экспертиза также показала, что преступник на момент совершения преступления был вменяем и отдавал отчет своим действиям, поэтому может нести за них ответственность. Вместе с тем, специалисты также выявили у Наима признаки психопатии, пограничного расстройства личности и биполярного аффективного расстройства, но все это никак не смягчало его вину по закону. У семьи Вера имелись деньги и обширные связи, которые могли помочь преступнику избежать справедливого наказания. Его адвокаты намеренно затягивали процесс, выжидая, когда шумиха вокруг этого дела уляжется, и родные убитые всерьез опасались, что Наим отделается минимальным наказанием, а то и вовсе выйдет сухим из воды. Суд состоялся лишь в мае 2021 года, а сам процесс широко освещался в средствах массовой информации. Ключевым моментом оставалось определение характера взаимоотношений убийцы и жертвы. В данном вопросе адвокаты, указывая на совсем еще юный возраст подсудимого, пытались доказать, что он не был готов к серьезным отношениям, а связь с Брендой называли случайной. Сам подсудимый на протяжении всего процесса оставался холодным и отстраненным. Он явно ни в чем не раскаивался и не сожалел о содеянном. Тем не менее, по совету своих защитников, он принес извинения семье Гордилью, но прозвучало это отнюдь не искренне, а скорее как какая-то насмешка. 14 мая 2021 года Наима признали виновным в жестоком преступлении с отягчающими обстоятельствами и попытке скрыть следы преступления. Его приговорили к пожизненному тюремному заключению без права на УДО, а также обязали выплатить семье Бренды 3 миллиона песо в качестве моральной компенсации. Подсудимый отказался от последнего слова, а вердикт суда выслушал с каменным лицом, словно ничего из сказанного его не касалось. Однако сразу после оглашения приговора адвокаты Вера заявили о своем намерении обжаловать решение в апелляционном суде. Пока защита готовила материалы для повторного рассмотрения, искала новых свидетелей и доказательства невиновности Наима, в прессе начали всплывать старые истории, которые родители подсудимого в свое время успешно замяли. Так объявились сразу две одноклассницы Вера, которые обвиняли того в преследовании и домогательствах. Пострадавшие согласились выступить в суде в качестве свидетелей и утверждали, что Наим по-настоящему опасен. Он не привык к отказам, ведь девушки всегда сами вешались ему на шею. Однако, когда одноклассница не ответила ему взаимностью, он стал преследовать ее, угрожать и всячески пытался унизить. Другой сверстнице пришлось даже сменить школу, потому как парень пытался совершить над ней интимное насилие, а когда ему это не удалось, стал распускать о ней слухи и слил в интернет
интернет несколько откровенных фотографий. Все это сошло юноше с рук, так как юристы его отца замяли оба скандала. В марте 2022 года состоялось повторное рассмотрение дела. Суд, с учетом показаний новых свидетелей, оставил прежний приговор без изменений. Наима отправили за решетку на пожизненный срок с правом претендовать на условно-досрочное освобождение не ранее, чем через 51 год. Спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта история, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет много интересных и шокирующих историй. До скорых встреч!